Сач кормится. Стая большая была, улетели. Там где-то еще в елках остались немного. Вот. А так стая большая была. А скоро таковать уже будут. Поля, понятно, что еще снежные. Но уже на снегу будут таковать, ребята. Утро, солнышко. Красота. Находится. Сова сидит. Красотка. Сидит, мышей смотрит. Ребят, доброе утро, 6 утра. Я уже пол маршрута прошел. Как я давно, ребят, не был в своих краях, оказывается. Приехал с Вологодской области, с Вологды. Привез весну, так скажем. Уезжал, было минус 30, приехал плюс. Плюса страшные, ребят, стоят 11-12 и солнышко. Снег махом сходит. Дороги повскрывались. Ужас, в общем. Я не представлял, что вот так будет просто вот середина марта, а вот такая вот ужасная оттепель. Ждал вот этот март, сезон вот этот подвигаться, наст, подъем льда, потому что снега много было, очень много было воды на льду. И тут, ребята, тает все. Просто в лесу еще, понятно, зима, а вот в деревне, ребят, уже по дорожкам уже не поездить. Вот. Че, какие дела, ребят? Еду на озеро, на Таежное, пробиваю дорогу. До реки еще была буранка ужасная, разбитая, потому что днем оттепель, все ломается, долбится. Сейчас, правда, корочка небольшая, но она не держит. Минус 2 всего лишь. Еду пробить дорогу в первую очередь. Ну и так посижу, попробую половить окуня. Вот. В целом хочу посмотреть, в каком состоянии все это дело, сделать дорогу. И на выходных приезжает корешок Саныч. Вот, съездим с ночевочкой, попробуем, посмотрим, может озеро просыпается уже. Хотя с таким снегом, скорее всего, замор, но это не точно. В общем, тепло, ребят, весна. Ничего не поделать. Погоду, как говорится, не обманешь. В этом году рано, но впереди вроде как морозы. Так что еще порыбачим. Единственный момент будет добираться до места тяжело. Именно выезд с деревни и все в этом духе. Ладно. Солнышко стало. Косачики, ребята. Уже, скорее всего, начинают потихоньку таковать. Потому что тепло. Зима сдалась. Были сильные морозы и такая хорошая оттепель. Вот я вон по легкому даже еду, тепло, кайфую. Ну, правда, все хрустит, вот это все. Такое себе удовольствие ехать, но ничего. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти, правильно? Все, попылили, дорогу придется бить.
Сюда никто вообще не ездил. Странно почему-то. Снега было много, люди проехать не могли. По накатке все катаются на речку, на омут. А какие-то дальние выезды не делают. В общем, поехали. Поехал брат сестре на ворованном москвиче. Кстати, помните, показывал, ребят, что пришел большой аккумулятор 18-шка. На подставку он не подходил, и я его вывел в кофр, ребята. Сейчас ему намного лучше там, мне кажется. Я его зафиксировал там. Теперь он в тепле, снег не попадает. Соответственно, все хорошо. Не стал я ничего мудрить. Вон, проваливаешься все-таки, от буранки уходишь. Буранка видна. Немного, но видна. На поле, скорее всего, и видно не будет. Ну ладно. Ходом полетим. То, что нужно, ребята. То, что доктор прописал. На льду снега нету. Его сожрало. И водичка подстыла. И никого здесь не было, ребята. Ху-ху! Не знаю, конечно, как дальше там обстановка. Но пока меня все радует. Я прошел. Блин, там тяжело было. Там буранку надуло и валишься. Где-то мимо, короче, бам, скатывать. Но я медленно шел, чтобы была дорога. Мне нужна была дорога. А тут вон вода, блин. Так что не все так просто, как говорится. Ребят, ну я на точке. Ну это, конечно, это все была вода. Представляете? И она замерзла. Я не знаю, какой тут слой. Вот, если сантиметров 10, то нормально. Но он будет подтаивать, если там метр воды по колено, как было в Вологде. Пару дней здесь опасно будет. И не проедешь. Ладно, сейчас посмотрим. Бур возьмем. Посмотрим, что тут происходит вообще.
Состояние такое, ребят. 5 сантиметров, в общем, эта верхняя вода замерзла. Короче, как первый лед. Потом прослойка вот так. Ну и потом основной. Основной большой. Сантиметров 70. Если вот это будет верхняя корка ломаться, это будет очень плохо. То бишь, надо будет постоянно ломать ее, ломать. Вот. А морозов нету ночных. Ну вот -2 что такое? Сейчас бы дало минус 15-20. И вот это бы все замерзло. И было бы вот такой монолит. Ну ладно, что есть, как говорится. Выбирать тоже не приходится. Сейчас разденусь. Попробуем, не знаю. Попробуем. Просто к выходным еще дождь будет. Возможно, вот эту верхнюю корку разобьет. Палатку тоже ставить. Даже вот если ночевать, блин, на лед ее что ли крепить. Ладно. Погнали. Слышу, ребят, бурашка ползет. Никого не было, блин, никто не заезжал. Пожалуйста, тебе. Бурашка ползет, бурашечка. Так. Что мы имеем, ребята? Мы имеем, наверное, скорее всего, блесну изначально. Как вы думаете? Балансир, без мотылки. Блесенка. Самодельная удочка. Блесневочка легенькая. Я опарыши взял, не знаю, живые они там, не живые у меня. Ну и блесенки такие, моропедки. Это моролистик, наверное, нет, моропедка. С таким светофорчиком, тройничком. Шуги, конечно, очень много. Шуруповертом пробивал. А этот шумовку не взял. Сейчас, может, стайку найду какую-нибудь. Еще рано. Ну и чистить тоже полностью не стоит. Глубина мелкая. Рановато еще, конечно, по окуню. Часиков 9-8 обычно выходит. Ну, говорю, не знаю. С такой зимой. Я был здесь, когда жерлицы ставил. Не помню, когда уже. Опа. Мелкий живец. Ну, тут мелкий окунь-то всегда брал. Брат, я не знаю, как ты будешь пробиваться туда дальше. Вот. Тоже мелкий окунь. Я, наверное, штук с пяток. Штук с десяток, может. Да поменьше. Штук 8, наверное. Таких более-менее взял. И то окошки отдали. И что-то сработок 5 было, наверное. Бурить-то сейчас, блин, тяжко. Вручную, если с ума сойдешь вообще. Шуруповерт помогает, конечно. Весной, в принципе, должен хороший окунь выходить. А кто-то ползет, пробивается. Ну как пробивается? Я пробил уже всю дорогу. Кто-то газует. Кто-то тоже решил поехать. Начну так, и вот туда пойду. В принципе, вот
Надо было, наверное, комплект жалюзи взять, да тоже поставить на окушка. Ладно. Задача сегодня пробиться. И так немножко кайфануть. На солнышке погреем. Витамин D получим. Ну, тут пятак сейчас разбурю. Вот здесь обычно тоже. Тут угол такой, трава. Опа. Соответственно, понимание есть как бы. Когда летом бываешь на водоеме, то очень хорошо помогает ориентироваться зимой. По идее, отпускать тоже нельзя. Окунь, когда уходит в лунку, может со стаи за ним уйти. Это серьезное правило по окуню. Ну, пока мелкий окунь, так что. Ну, что, клюет. На блесну клюет. На блесну, наверное, и порыбачим. Что потом? Ну, нет такого, что прям один за одним. Видите, надо раскачивать. Солнце греет, ребят, весна. Ё-моё, а. Перезимовали, блин. Весь тройник, ребят, захапал. Ну куда такого, конечно, блин, живец капитальный. Давай, не буду я, ребят, брать. Котам, не котам, ладно. Ну, короче, качаешь. Что-то клюет. Погнали дальше на следующую. Ну, пока лед не трещит. Это радует. Так, глубина одинаковая. Здесь такой поворот получается травяной. Я сейчас, в принципе, прям в самой траве тоже. Ну, штук 5 там попалось. Ну, не размер. Где-то удобно. Опа, ничего себе. А, я багранул его просто. Думал, блин, что-то поинтереснее ударил. Ну, смотрите, мелкий живец долбит. То бишь, сейчас бы на жерлице я бы уже накидал. Но нам надо, ребят, размерчик какой-нибудь поинтересней. С десяток на коптилочку бы хапнуть. Сейчас тепло, можно мангалы уже заводить. Классная пора, ребят. Сейчас только в тайге надо находиться. Опа. Нам покрупнее надо. Больно мелкий. Ну, блесенку берет. Блесной я вообще особо не занимался никогда. Вот. Ну, подарили мне пару блесен когда-то. И я по перволетке попал, ребят, на окуня. Просто мощно. Хороший окунь. Чисто на блесну. Сейчас даже ставлю кадры, если найду. Очень хорошая рыбалка была. И тогда я полюбил блесну. Начал заниматься. Смотрите, братцы, какие. Ну что это? Не окуни. Красота вообще. Что нам не Якутия? Попал, конечно, хорошо. Я не знаю даже, куда ложить сейчас его. В общем, братва, вот такая кучка получилась. Вот, ребят, смотрите. Вот такие красавцы. Вот такие. Весь окунь мерно, ребят, смотрите.
Отборный окунь. Вот они, ребята. Я думаю, прям по красоте. Буквально с одной лунки. Ну, вот эту докачиваю и вот эту новую сделал. А так в целом, не знаю, сколько килограмм здесь получилось. Ну, окуня прям зачет. Еще плюс полный кан живца наловил. Ну, мелкого окуня, имею в виду. Ну, вот как-то так. Вот такая рыбалочка сегодня получилась. Спонтанно. Но, ребят, всегда спонтанные рыбалки почему-то не всегда какие-то удачливые. В общем, полный ящик окуня отборного. Даже с горой. Красота. Можно было еще, ребят, сенокосить его. Ну куда уже? Столько. Все, куда? Поедем мы вниз. Будем смотреть жерлицы. Может, сработочка, ребята, у нас. Ну, в общем, отлично кайфанул, ребята. Блин, такой лифт. На блесенку. На удильничек такой тоненький. Блин, ребят, тем более я не блеснильщик, еще раз говорю. Никогда этим не занимался. И вот такой результат, ребята. Красота. Круто, вообще круто. Вот так вот. Долбит как с пулемета, ребята. Мелочушка. О, аж подбивончики такие были. На блесну, в принципе, можно тоже играть. Не только подкидывать. Можно толщину, толще воды поднимать. Бывает, что окунь поднимается кверху. Ну и можно подыгрывать, как на мормышку получается. О, подбивончик. Ну, мелочь, ребята. Крупный там бух ударяет. Леска 0,14. Легенькая. Не знаю, сколько грамм весит. Грамм 10 может. Меньше даже. 8. Есть вот окунь, есть, ребята, крупный. Только не знаю, что он, почему, куда вот он. И щука здесь крупная есть. Кто давно на канале знает, что я здесь ловил на 8200, ребята. Поймал я тут мамашку. На 5 ловил я здесь. Трешки я не считал, тут трешек много было. Ну, 8 здесь ловил. Мужики говорили, что на 12 здесь заставали. Бурашка тарахтел и перестал тарахтеть. Для меня вот такая рыбалка немного скучновата, ребят. Понятно, если на крупняк нарвешься. Тут чуть-чуть покрупнее, поглубже. На сантиметров 5. Надо раскачивать, не сразу они атакуют. Надо раскачивать лунку. Буран, скорее всего, ушел в лес, наверное. Как на первом льду, ребята. Снега нету. Лед чистый. Лед подняло. Опа. Что, надо бурить, искать. Куда продвигаться. Только здесь пятак пока разбурю. Должны здесь стоять хулиганчики. Вот здесь тихо. Первое правило, ребята, по весенней рыбалке: или закрывать полностью лицо, то бишь, ну, труба, как правило, называют там лыжники, да, очки, или открываться и открывать шапку вот так, потому что если будешь носить шапку так, будет флаг. Не совсем это выглядит потом в цивилизации, так скажем. Я не парюсь насчет этого, как бы. Это моя стихия, соответственно, ну,
Подгорим, чё. Очки снял. Что-то в очках. Очки как бы они не только от солнца, ребят. Они бликовые, получается. Очень хорошо в воде видно. В коряге, когда под водой, когда на лодке идешь. Вот. А то многие тоже пишут, что ты типа в очках. Солнца-то нету. Так они не только от солнца, ребят. Они бликуют, ну, они бликовые, получается. Это же специальные очки для рыбалки. Будем. Ну, короче, по пояс ледик. Так, трава. Тут трава уже, по идее. Проверим тоже. Тает, тает, тает на глазах, как снежинка таю я в твоих руках. А, чуть поглубже. Птицы поют, ребята, весна. Вроде сезон начался, думаешь, столько времени у тебя, столько мест, куда хочется съездить, порыбачить, попробовать что-то новенькое. Зима, думаешь, полгода, блин. И тут все, не успеешь оглянуться, как доставать будем уже лодки. Но опять же, новый сезон, это всегда радует. Я сезон открываю рано, по налиму, по большой воде еще, когда многие еще вообще даже не рыпаются. Ну, короче, межсезонья практически нету, ребят. Слушайте, что-то мелкий был. Видать, сейчас нашумел еще и все, убежал. Или щука подошла. Ладно, будем разбуриваться дальше.
Есть первенькие, ребята. Не сказать, что крупный, ребят, но есть. Смотрите, заел как блесну. Офигеть. Полностью сожрал. Ну, таких хотя бы грамм 80, наверное. Все, один, точнее два. Это мелкий, конечно. Третий солнышки. Когда начинают брать, ребят, надо быстро-быстро все делать. Создавать лифт, создавать конкуренцию. Тогда даже пассивные начинают атаковать. Как правило, о. Ну, мелкий, дыбает. Спортивная рыбалка называется. Вот такие бы хоть поклевывали, было бы неплохо. Малюсенько бывает вот так переворачиваться. Кстати, по блесне, ребят, вязать, если блесну в петлю, понимаете, не в узел, да, а вот в петельку. Петля большая, она поменьше делать. Но она играет более правильнее, нежели если в узел ее завязывать, как мормышку. Даже без мотылку так надо вязать, по идее. Или покупать маленький вертлюг с застежкой, чтобы не мучиться, если когда меняешь блесну. Хо-хо-хо. Ребят, смотрите, прозрачные даже клюют. С размером с блесну, блин. Лунку, в принципе, можно сразу не кидать. Тепло. Обработал луночку. Потом можно их запулить. Ну, вот как-то так получается. Будем искать. Будем бурить, будем искать, ребят. Ходить сейчас приятно. Бурить, конечно, неприятно, да. Даже шуруповертом тяжело. По самую рукоять. Ну что это вот за окунь, а, ребят? Давай тоже туда. Бывало, щуку ловишь хорошую, а у него прям с пасти вот этот окунь прям сыпется гроздями, блин. Тут же и сорога есть, и зиви вроде есть. Не вроде, а есть, ловили. И лещ вроде когда-то. Даже налим вроде был когда-то. Мужики на сети ловили.
Выцепил. О, пошли на укрупнение. Ну вот такие хотя бы половить. Хорошо ударил. Ну-ка, пасть свою давай, открой, покажись. Что-то у него все там черное, что он там жрет. Смотрите. А? Красавчик, да? Иду дальше, продвигаюсь, ребята, и... О, смотрите, поприятнее уже окунишка-то. Ну-ка, не будем быть. Он оттуда разбурился. Там, кстати, вот веточки стоят, ребят. Это сорогу ловили там. Можно попробовать там на мормышку. Опарыш есть вроде у меня. Не знаю, в каком состоянии там он. Попробую. Опа. Ну, такой. Ни 2, ни 1,5, наверное. Ну, возьмем. Ладно уж. Бурить тяжело. Закусывает сырой лед. Сырой лед, ребята. И закусывает. Там вода конкретная. Вообще чайку надо хапануть. Как вы думаете? Я думаю, чайку надо бахнуть. И дело пойдет. Светофорик этот, они прям хапают жадно. Лунку не надо было кидать. Подождать надо было. Задача сегодня, ребят, была проехать, посмотреть состояние. Видите, никто не был. В деревне никто мне информацию не мог выдать. Дорогу какую-то сделать. Все равно туда-обратно проеду. Будет дорога какая-то. Ну и так приятно с полезным. Думаю, порыбачу. Ну, видите, выкинул окушка, все. Так что лучше на лед, потом обратно их. Их ничего, тепло, ничего им не будет, живые. Ну да. Таю на губах. Песня заела, все, ребят. Целый день буду ее напевать. Наверное, у многих такая тема. Как снежинка тает. Валерия вроде поет.
Не знаю, ребят, попсу я не особо уважаю. Так, в целом. Но музыку очень сильно люблю. Без музыки тяжко мне. Ну, на природе стараюсь музыку не включать. На природе своя музыка. Птицы, ветер, костер, печка, река. О, подбивон, что ли, был. Там 3 окушка, ребята. Перешел метров 10. Ну, здесь полотно хорошее. Вот это. Здесь, в принципе, я даже здесь в траве сижу. Несмотря, что я 20 метров от берега. Здесь травяной такой остров типа идет. Ну, окунь, конечно, вообще. Микроокунь, блин. Жесть. Ну, блесну хватает. Нравится. Нравится им. Значит, что? Нужно найти крупного. Нужно бурить. Опа. Ух ты, нифига, ребята. Вот это хороший был. Ах, сход. Ё-моё. Вот это дядька был. Все, лунка, наверное, заглохнет сейчас. Я его немного протащил. Прям удар был. Но мне нравится, что я иду правильно все. Блин, хороший, ребята, был дядька. Эх, ты ж. Ну сейчас все, да, здесь. Сход это тоже, ребята. О, нифига. Вот он. Добрал, блин. Приятно, ребята. Ух. Ну такие уже нормальные окушанчики-то. Так. Возможно, здесь, ребят, надо бурить-то. Не знаю, это он, не он. Ух ты. Ты смотри. А? Так, ладно, пока не буду я выпускать. Потом повыкидываю их. Смотрите, просто этот окунь может сожрать этого окуня. Он как блесна моя. Так-то по идее. Я знаю, что щука каннибализмом занимается. Налим жрет своих. А вот окуня я не знаю. Да по-любому, наверное, тоже нет-нет. Похапывают. Вот таких бы раскачать, блин, а. Тема бы была. Это же вообще мальки, блин. Что вот клюют-то? Так, ну эту удочку надо зацепить. Ну тут удар тоже хороший был первый. Ешь ты, они же прозрачные, ребята. Крючочком зацепился, да? Нормально, вроде не погнал ничего. Вдвоем бы повеселее бы было. Нашли бы, как говорится. Ах ты, подбивончик. Ну, это мелкий. Крупный сразу чувствуется. Ударяет прям азартно. Хотя окунь-то не крупный, тоже грамм 100. Но все равно это уже окунь. Не горбачи, конечно, печорские. Да идет. Ну куда вот такой, ребят, смотрите, а? Что делает? Есть же здесь, получается, вот проходят, они стоят, окушки-то такие. Вот эта мелочь не дает, походу, блин, просто.
Азартно бьют. Не знаю, может даже на мормышку, ребята, и получше будет. Но я все-таки считаю, что на блесну, если искать более-менее крупного, то на блесну, наверное, он лучше будет брать, нежели на мормышку. Хотя, может, я ошибаюсь. Не, опять детский сад. Вот свежая лунка, вот сразу вот бам, что там, что там. Что сейчас перешел сразу, сход был крупный, и все, потом начинаешь раскачивать, и вот мелочь. Это даже на живца не пойдет. Что тут говорить-то? Просто мальки, блин. Умудряются еще же тройник хапануть, а? Жадюги-то, а? Еще одного вытряс, ребята. Долго качал. Ну, вытряс. А смотрите, сколько этих пупсиков. Ходят они здесь рядом. Но не этот. Не летят прям. Бурить начать надо здесь. Луночка здесь, это надо поотметить. Сход и два таких более-менее. Нормальное направление, ребята, иду. Так, вот, воды, ребята. Двух забираем. Кабанчиков. Ну, не кабанчиков, конечно, но пойдет. А детский сад домой. Вот все бы такие были. Пол пакета уже бы надербанили. Давайте, вырастайте. А мы идем далее. Так, эту лунку надо пометить, если что, будем здесь. Дошел до этих палочек, ребята. Еще десятку буранул. Здесь вообще каша. 3-4 слоя, что ли. Короче, к обеду здесь, возможно, валиться уже будешь. Ну и вот после той лунки 3 лунки прошел. Не поклевки. Вот в том районе окунь есть. Сейчас это пройду. Если нет, будем разбыривать там. А здесь уже траву ловлю. Видите, трава, ребята, уже. Хотя вот какое расстояние. Вот граница где-то примерно вот так идет. Так. Есть контакт. Здесь есть. Лед, конечно, ребята. Вот такой слой. Если он сейчас размякнет, я буду валиться. А это не очень хотелось бы. Ну что, давай второго сразу. Давай сразу второго. Будет, нет? А птички уже, ребята, вот эти таежные начали активничать. Маленькие такие. В лесу живут.
Он сходу сразу бахнул. Только отпустил. Ну, покачаем сейчас, не знаю. Угу. Нет лифта, нету. Охота вот с десяток будет дернуть вот сразу вот таких более-менее. Мне больше-то и не надо. Поеду я готовиться. Опа, фига, на мормышку взял, ребята. Ну такой, не 2, не 1,5, но возьмем. Среднячок такой. В общем, взял на игру такую, вот такую. Тоже рыбалка. Мама у меня окуней любит. Соленых. Даже вот таких небольших. Если заниматься каждой рыбалкой, ребята, уделять больше времени, соответственно, опыт у тебя будет. Под окуня 130-го, допустим, не нужно. Зачем сейчас вот мне дырявить 130-м? Такую лунку огромную делать. Сотка вполне достаточно будет. Даже 80-ка, допустим, да? Ну, вот таких окуней ловить. Я же не собираюсь килограммовых. 300 грамм 80 залезет спокойно. Если там бонусом припадет. Зато просто дырявишь как сверлом. Экономишь батарейку. Вот. Мормышки, блесна подбирать. То бишь у тебя уже арсенал большой, правильно? У меня там 10 блесен лежит, допустим. 10 балансиров. Все, не более того. И как бы будешь ловить. Это понятное дело. Занимаешься лещом, соответственно, у тебя свои тоже прибамбасы, свои точки и так далее. Нельзя приехать на чужой водоем, если ты занимаешься окунем, допустим, и сразу наловить. Не получится так в любом водоеме. Нужно понимание, опыт какой-то. Хотя бы и холод небольшой, хотя он у меня есть. Камеру подводную. Ну, в общем, такая история, ребята. Я занимаюсь жерлицами, мне нравится. Я поймал 2 килограммовых щуки. Вот так, 2 сковородки. Многим же подавай, получается, куча рыбы. А зачем? Мы рыбу не морозим конкретно. Мы готовим свежую и не замораживая ее в зелень, знаете, которая уже воняет этим морозильником. Навагу привез, вот тоже говорили, куда столько наваги. Ребята, ее я раскидал за, не знаю, там, сестра там угостили, мама, мы там взяли. Друзей там по пакетику дал пацанам. Попробовали хоть что такое. Немножко почистили, припасы сделали там в течение там не полгода там, да, а в течение там, не знаю, какого-то времени ее покушать. Все. Ну все, смотрите, 2 штучки, ребят. Сколько уже качаю. Так, ребят, что, прошел до самого, до этого. В общем, зацепился за 2 лунки. Вот здесь и вон там. Больше поклевок не было. Сейчас буду эти локации разбуривать. Будем тут что-то смотреть. Сейчас до тут дойду, разбурю. Пускай стихнет все, да, чаек попьем. Блин, погода, ребята, песня, весна. Ветерок. Солярий такой, ребята, что мама родная. Вернулся на эту лунку, где были поклевки, где мелких окушков половил. Вот сразу же, пожалуйста. Видите, надо искать, блин. Стоит тоже точечно как-то.
Тут есть, там нету. Ну, тут надо сейчас разбуриться надо. Так, ребят, ну что, давайте, ваше здоровье. Разбурил тут лунок, не знаю, 7-8 вокруг этого пятака. Лед стало подъедать, кстати, там уже провалился. Бутерброд с колбаской, ребят. По-серьезному все. Ну что, ребятки, погнали. Обработаем луночки. Все эти. Посмотрим. Посмотрим, что тут у нас. Бутербродик был очень вкусный, честно скажу вам. Обурился здесь полностью вокруг. Дело к обеду, 11 часов, 11. Ветерок поднялся. Опа. Есть контакт. Есть контакт, ребята. Опа. Это мелкий. Ну вот в этой локации, видите, стоит окушок. Мелкого потом выкидываю, ребят. Сначала на лед кидаю, потом второй с лунки. Опа, поклевка. Опа. Ну ты, конечно, микроокунь, это вообще жесть. Такие вот мы брали. Вот первые с лунки сразу вот такие более-менее. Потом все прозрачное.
Третьи с лунки. Если бы такие были, блин, мы уже бы майку нафигачили. Ветерок поднялся еще, зараза. Ах ты ж. Блин, еще хапает, как настоящий. Четвертый с лункой. Так и надо бурить окуня. Все, луночка встала. Рядом буришь метров 2-3. Есть поклевки опять. Опа. Блин, а ударил так, ребят. Тихо, тихо, не запутай меня здесь. А ударил прям как настоящий. С подбоем таким. Даже не живец. Даже на живца такого. Ну, на тройничок, в принципе, можно. А под жабры, наверное, на двойник такой не пойдет. Двойники у меня второй номер. Соответственно. Ух ты. Мелочь бьет, ребят, смотрите. Так, ладно. Переходим. Себе. С подбоем прям долбят, ребята. Ну, мелочь. Мелочь. Да ё-моё. Школота вот это. Просто повис.
Я в шоке, конечно, что такие окуни могут клевать на блесну. Не боятся же, а? Атакуют прям с ударом. Капец. Пасть он открывает, смотрите, ребят, по-серьезному. Так, ладно. Ох ты. Был бы это хороший окунь, да, было бы круто, конечно. Хотя бы средний. Но мелочи очень много. Валить надо отсюда, ребята. С этой луночки. Надо валить с этой луночки. Тут, походу, мелочи облепила. Крупному не даст. Хотя крупный должен подходить, мелочь должна отходить же, по идее. Ну, это я думаю так. Ну, виснет прям. Обошел все лунки. Очень много мелочи, ребята. Тум, виснет прям. Неинтересно такую даже рыбалку делать. Дырявишь этого окушка мелкого. Средняк не проскальзывает. Неинтересно ловить, неинтересно снимать, неинтересно смотреть, соответственно. Так, ладно, что время, ребята. Начал поджирать верхний слой. Попробую половить сорогу на удочку, на парыша. Если нет, там еще есть местечко в начале. Хрустит, блин. Там еще разбурюсь. Если нет, ребят, буду выезжать. Как бы так. Задача была доехать, посмотреть. Задача поставлена. На коптилку поймал. Нормально. Было. Давай домой, бродяга. Домой. Пора домой. Этого заберем. Этих домой. Пацанву. Давайте домой. Этих заберем. Такие дела. Близко подъезжать не буду. Мелко так, что ли? Посидим, посмотрим. Может, сорожка клюет.
Вот она, красотка. Там сначала сел, потом сместился, потом сюда. Вот они. Сорога. Хорошенькая. Ничего не скажешь. На ветру кивочек шевелит, немножко подыгрывает. На игру пробовал. Тряс, нифига. Поставил. На ветру он немножко так играется. Смотрю, поклевка. Ну там тоже подъем был. Сорожен подъем видно было. Кивочек поднимает. Это сорога только так клюет. Ни с чем не сравнимо. Поклевка. Кто на удочку рыбачит, знает, как сорога поднимает. Не знаю, тут озеро, ребята, интересное. Я помню, как-то здесь тоже окуня искал. И потом сюда сместился. Думаю, сорогу попробую. 5 штучек, наверное, 6 штучек я поймал сразу. Вот таких плюс-минус. Нормальная, хорошая. Уже было вечерело, в общем. Домой надо было ехать. Поехал я через 2 дня с прикормкой. Закормился. Вообще ноль. То бишь на озерах бывает, что кормить даже нельзя. Наоборот, испортишь. Не знаю, посидим, ребят, посмотрим.
Так, ребятки, ну чё, сорогу так и не поклевала. Ну, 2 поклевки видел, 1 поймал. Вот, есть там в том районе сорога. Опять же говорю, надо бурить, искать. Главное, что знаю, что она там есть. Переехал на новую локацию. Здесь вот в начале тоже окунь бывает. Неплохо, кстати, клюет. Но, к сожалению, ребят, батарейка Кулыма. Лед очень большой, получается 5 сантиметров верхняя, потом сантиметров 20 с водой и сантиметров 70 получается основной лед. И все это с водой тяжело крутит. Но еще возможно, что у меня не полностью заряжены, потому что, ребят, батарейка, шуруповерт хороший, как бы я периодически не смотрю. Хватает просто там на 20-30 лунок на рыбалку, как бы жерлицы выставить там за глаза. Хотел тут еще побуриться немножко, но все, не крутит. А запасную я ничего-то не взял, не думал. Ну и ладно, ребят, задача была сегодня прокатиться, посмотреть обстановку. И немножко покайфовать, побалдеть. Вот, поеду домой собираться, готовиться. Через день будем выезжать. Приедет Саныч. Ну, заедем, поставим жерлиц. Поживем. Может день, может 2. Ну, то бишь ночевка, может 2 ночевки. Посмотрим, как клевать будет. Правда, дождь обещает. Ну ладно, это не помеха. Вот как-то так, ребята. Да, тяжелый сезон. Вообще тяжелый. У меня вообще ничего не получается. С этими поездками, переездками, в общем. И у себя здесь никуда толком не выезжал. Ну, в принципе, и как бы и даже и, судя по ребятам, как бы ничего и не потерял. Так бы понятно, была бы дорога у меня на свои места, если постоянно ездил. Комбайны, жерлицы, полавливал бы, наверное, так тоже, чуть по чуть. Вот. И вот резко весна наступила, ждал вот этот март, середина марта, конец, начало апреля. Видите, ребята, махом все тает. Ладно, такая разведочка. Нужно было понимание, потому что неохота, ребята, очередной раз попадать. Вот как-то ехать вот так, сломя голову. Сюда приехали, а здесь, допустим, вода. Опять же, нужно иметь план Б, ребят, чтобы можно куда-то, если здесь не получилось, куда-то заехать в другое место. Короче, вот так надо, ребята, сейчас вот как-то вот так. Спонтанно вот это все бывает круто, но без разведок, без проверок. Бывает, что вот видите, как попадаешь. Ну, как вот мы сейчас с Серегой попали в Вологде. Вот. Так что лишний раз лучше потрачен будет день, бензин, но зато будет уже понимание и уже все остальное. Ладно, ребят, что? Поеду домой. Давайте на связи. Всем удачи, аккуратно, ребят. Последний лед коварный, он еще коварнее, чем первый лед, я считаю. Так что берегите себя. На уху поймали. Сегодня будет уха с окуней. Дрюня рыбачит, это его лайф. Катит по реке, получает кайф. Термос, лодка, теплый плед. На реке встречает он рассвет. Серое утро, туманный сигнал. Спиннинг закинул, вошел в астрал. Он не любит сидеть у окна. Реки и плес,
Пес, вот его страна. Дрюня, Дрюня, 11 рус. Включу его видосик и оторвусь. Дрюня, Дрюня, я им горжусь. Кинчик включу, на диван развалюсь. Фотку с уловом грузит в чат. Никогда не слышал от него мат. Ему лучше там, где течет вода, где тишина заменяет слова. Город спит, а у него дела. Снова жирлица не подвела. Для Андрея важен не вес, а этот воздух свободы и лес. Дрюня, Дрюня.